Алексей Алексеевич, приветствую. Здравствуйте. Я напомню номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграм. Вы можете присылать нашему гостю свои вопросы. +7 927 304 1051. Пожалуйста, не забывайте подписываться. И трансляции на Ютубе, на Фейсбуке у нас запущены. Нас там можно смотреть. Давайте, наверное, начнем с вступительных экзаменов, со вступительной кампании. Как проходит она, если она ведь уже началась? Да, конечно. Как она проходит и отличается ли она в этом году, например, от кампании прошлого года? С точки зрения условий, они остались прежними, то есть это поступает на бюджетное место тот, у кого больше баллов ЕГЭ. С точки зрения динамики цифр, я скажу, что в этом году немножко повеселее идет, то есть побольше стало выпускников, поэтому побольше и к нам приходят, поэтому, так что можно сказать, что вселяет оптимизм. Преодолели мы вот эту пропасть демографическую, сейчас мы начали выходить из этой демографической ямы, и, в общем-то, свидетельством тому, на следующий год, например, нам добавили бюджетных мест на прием следующего года. Вот, то есть в следующем году еще больше. По всем специальностям или по определенным? Не по всем, но в основном по педагогическим, часть по классическим, по физике, по химии. Хочется понять, вот сейчас Башкирский госуниверситет, Стерлитамакский филиал именно, который достаточно длительное время был и существовал, и начинался как педагогический институт, потом педагогическая академия, он сохранил вот эту направленность подготовки педагогов, или все-таки это уже более такое академическое образование, поскольку это университет? Могу сказать так, что доля наших студентов, которые обучаются по педагогическим специальностям, составляет чуть больше 30% от общего количества студентов. Поэтому можно уверенно говорить, что мы являемся классическим университетом, который одним из своих направлений реализует и педагогическое образование. У нас достаточно долго сохранялся вот этот тренд, когда приходили абитуриенты, подавали документы больше такие на гуманитарные какие-то специальности, было огромное количество юристов, было огромное количество экономистов. Сейчас меняется что-то или сохраняется вот такая тенденция? У нас среди контингента наших студентов доля юридических направлений, экономики составляет где-то порядка тоже 40-45%. Но я хочу сказать, что, учитывая, что мы единственный вуз на весь юг республики, где проживает более 1 200 000 населения, я не считаю, что это много. Потому что в Уфе проживает там около 1 100 000, да, и наш уважаемый институт права Башкирского государственного университета выпускает огромное количество юристов, и они все находят себе применение. На юге республики, на котором мы работаем, проживает 1 200 000 населения. И мы выпускаем юристов гораздо меньше, чем наш уважаемый институт права. Речь идет о Стерлитамаке, Салавате и Шимбае. Стерлитамак, Салават и Шимбай, и плюс туда, на юг, это Мелиус, это Кумертау. Вот весь юг республики, это вот зона нашего влияния, там 1 200 000 населения. Кроме нас там больше никто, юристов, экономистов не выпускает. Южно-башкортостанская агломерация, по-моему, да? Был такой проект. Под термином Южно-башкортостанская агломерация понимается Стерлитамак, Салават и Шимбай и близлежащие районы. Там где-то около 600 000 населения. Более 500 это точно. Там разные методики подсчета есть. И кто-то говорит 500, кто-то говорит 570. То есть это на самом деле большое количество населения, и это огромный потенциал с точки зрения человеческого капитала. Вот как раз про человеческий капитал. Совсем недавно был опубликован доклад, из которого следует, что у нас ежегодный отток молодежи очень большой из Башкирии, а вообще ежегодно республику покидает примерно 50 000 человек. Вы в чем вот эту причину оттока видите? И это первый вопрос. И второй вопрос, насколько вот этот отток сказывается на вузе? Конкретно на Башку. В причинах этих процессов разбираются, что называется, давно. Но прежде чем понять, собственно, глубину этого вопроса, я думаю, нужно попробовать ответить на два вопроса. Куда уезжают и кто уезжает? Куда уезжают? Уезжают в те города, где лучше уровень жизни, где лучше инфраструктура. Да? А уезжают те, кто замотивированы на личностный рост, на развитие, на достижение каких-то результатов в своей карьере. Поэтому
вот этот процесс оттока, ну, он, собственно, что для Уфы, что для Стерлитамака, что для других районов, причины одни и те же. Отсюда... Но следствия это разные. Стерлитамак намного меньше Уфы, это намного заметней. Стерлитамак меньше Уфы, раз. И если из Уфы выезжают только там в Казань, в Москву, в Питер, то от нас еще и в Уфу уезжают. И ведь самое главное, что не возвращаются. То есть из Уфы возвращается максимум 15-20% молодых людей, уехавших учиться. Вот я сижу тут перебежчик из Стерлитамака в Уфу. Ну, это другой процесс. Вы же все-таки из Стерлитамака в Уфу переехали уже будучи дипломированным специалистом. Это правильно? так, это правда. Вы в 2017 году у нас были в студии и рассказывали тогда, что из Стерлитамака уезжает порядка 45% выпускников. Сейчас эта цифра поменялась, она стала меньше, больше или неизменно? Ну, примерно в пределах стат погрешности, где-то на этом же уровне мы находимся, потому что кардинально ведь ничего не поменялось. Вот, поэтому ожидать, что изменится здесь вот это, какая динамика появится положительная в этом вопросе, пока не приходится. Вот. А есть какая-то статистика, сколько возвращается в город? Вот именно в Стерлитамак. Это, наверное, лучше спросить все-таки администрацию города. Они, наверное, ведут такие подсчеты. Я могу сказать следующее. Мы провели исследования социологические в окрестностях Стерлитамака с целью выявить, каков процент наших выпускников среди работников тех или иных организаций, учреждений, предприятий, которые наши выпускники. Ну, мы называли нашими это педакадемия и бывший Стерлитамакский филиал БАЖГУ, который в свое время был юридический, экономический факультет. Ну и в зависимости от отрасли цифры колеблются от 60 до 95%. Причем мы проводили исследования в Ишимбае, в Салавате, в Мелеуз выезжали, в районы близлежащие, там, Стерлибашевский, ну, то есть те, которые рядом с нами находятся. И из этого мы сделали вывод, что, собственно, мы являемся системообразующим вузом вот для всей этой территории. И отсюда та ответственность, которая на нас в связи с этим возлагается за развитие этой территории. Так что вот, а при этом процент выпускников уфимских вузов вот, составлял где-то 10-15%. Отсюда я и делаю вывод, что возвращается 10-15% от тех, кто уехал учиться в Уфу. Из Москвы, из Питера, из Казани возвращается там максимум 5%. Ну, это довольно объяснимо. Поэтому вот пока так. Смотрите, но поскольку и при мне, когда я училась, и сейчас, я уверена, да, вот и вы говорите об этом, приезжают ребята и из Салавата, из Ишимбая, там, и из Кумертау едут. Ну, огромное количество людей приезжает в Стерлитамак учиться, и по-хорошему в городе всего сейчас 2 учебных заведения, и оба это филиалы. При этом несколько лет назад еще, по сути, в Стерлитамаке было 9 учебных заведений, были собственные городские вот вузы, в которых было написано Стерлитамакский, там что-то, что-то, что-то. Что произошло за это время? Почему вот так повернулось обстоятельство? Ну, во-первых, та самая демографическая яма, о которой мы с вами упоминали. Все-таки существенно сократилось количество выпускников средних школ. Во-вторых, политика, которую проводит сейчас Министерство науки и образования Российской Федерации, направлена на повышение качества высшего образования. Не секрет, что многие вузы, особенно филиалы, отчасти этим грешили, выдавали, грубо говоря, дипломы ни за что. Вот. И, собственно, это было объявлено. А сейчас такого нет? Ну, я не могу сказать, что нет, но я могу сказать, что количество вузов серьезно сократилось. Вот, отсюда, наверное, все-таки можно сделать вывод, что и количество этих дипломов тоже сократилось. Но просто теперь в одном месте скоординировано. Ну, ведь студентов тоже меньше стало, реально. Вот если раньше вы говорите 9 вузов было, сейчас 2. Но меня не это беспокоит, меня беспокоит другое. Ведь вот если говорить о системе высшего образования, как мы вот с вами упоминали, Южно-Башкортостанская агломерация, что это такое? Вот смотрите, это 3 филиала технических вузов, каждый из которых ориентирован на конкретное предприятие.
Это нефтяной, авиационный? Ну, авиационный в Ишимбае. Я откровенно говоря, не понимаю, на кого они сейчас ориентированы, потому что в Ишимбае пока с машиностроением не очень хорошо. С авиацией как-то так да, не очень. Да. А с авиацией там... Ну, тут и с нефтянкой у нас, в Стерлитамаке, например, тоже нефтянки нет, но филиал есть. Но он занят тем, что он обеспечивает кадрами башкирскую содовую компанию, например, ну, там вот эти заводы. Ну, кадрами именно технологическими, то есть техническими кадрами. Вот. И получается, что вот на всю вот эту территорию, где проживает около 600 тысяч населения, а это, еще раз повторяю, огромный потенциал человеческий, да, с точки зрения той цифровой экономики, которую сегодня нас призывают строить. И вот наш филиал, как филиал Башкирского государственного университета, как классического университета, который, в общем-то, по идее, заточен не только на вот конкретные предприятия, а на развитие территории в целом. Угу. И возникает вопрос, а вот не следует ли задуматься о том, чтобы повысить эффективность вот этой системы образования, с тем, чтобы и в Салавате, и в Ишимбае появилась возможность, именно вот появились вузы, которые, или вуз один, да, который бы занимался развитием территории в целом. Ведь это же во всем мире известный тренд, он, собственно, никем не оспаривается, что на современном этапе, на этапе, вот, когда мы говорим экономика знаний, да, вот эта цифровая экономика, одним из драйверов развития территории являются университеты. Причем университеты классические, потому что отраслевые университеты на самом деле это изобретение советской власти. Угу. Когда появились вот эти вот отраслевые университеты? Вот они появились именно вот в те времена. Вот. А если вот посмотреть систему образования Соединенных Штатов Америки, да, там, которая считается сегодня ведущей, да, с точки зрения эффективности, это всеми признано, то там в основном классические университеты присутствуют. Да? В Европе тоже в основном классические университеты. Вот в связи с этим мы, вот, понимая, осознавая свою роль, конечно, были бы заинтересованы в каких-то проектах, в которых мы могли бы участвовать и развивать территорию в целом. Угу. То есть не просто Стерлитамак, там, да, потому что в Стерлитамаке, а еще и вот всю Южно-Башкортостанскую агломерацию. И сейчас такой проект появился по инициативе вот, республики, обсуждается, значит, вот, геопарк Таратау. Вот, буквально вчера у нас на нашей площадке прошел круглый стол, где, в частности, мы рассматривали вот возможные проекты, которые бы могли бы реализовываться в рамках вот этого большого мегапроекта, скажем так. И мы, например, очень заинтересованы в том, чтобы... Но я знаю, что как раз было несколько проектов, которые подготовили студенты Стерлитамакского филиала. Вот немножко, если сможете рассказать про эти проекты, будет прям здорово. Это и студенты, это и преподаватели. То есть мы как-то вот... Ну, во-первых, это наш археологический музей. У нас очень серьезно развито археологическое направление в нашем вузе, исторический факультет. С очень, был сильным с там, очень большими... Гордость заговорила во мне. Да. Вот. Я тоже, на самом деле, очень горд. И мы первое, что сделали, вот, в 2016 году вложились и создали, ну, вернее, как отреставрировали и воссоздали в новом виде, в современном, вот наш этот археологический музей. Мы пошли дальше, мы применили современные информационные технологии, скажем так, оцифровки вот этих артефактов, которые найдены. И сегодня мы развиваем виртуальный 3D-музей наш, да, то есть, чтобы наши находки могли видеть все желающие, кому это интересно. И вот мы даже попали там в международные рейтинги, причем на топовые позиции. Наши преподаватели, кто этим занимается. Так что это очень интересно. Слушайте, я вас сразу перебью здесь, простите. А почему об этом мало кто знает? За пределами вуза. Ну, слушайте, я вот, например, как бывший житель Стерлитамака, хотя мы с вами выяснили, что бывших жителей Стерлитамака не бывает, как выпускник этого вуза, я об этом первый раз от вас слышу. Хотя, казалось бы, вроде как, ну, я журналист, я должна об этом знать. С чем это связано? С чем связана вот такая тишина? Да нет, особой тишины нету, и на ленте Башинформа, уважаемого, неоднократно эти новости публиковались. На нашем сайте так они вообще постоянно присутствуют.
ну, как-то мы, может быть, из этого хайпа особого не устраивали, поэтому, собственно, но профессиональное сообщество, оно очень хорошо осведомлено, и причем зарубежное профессиональное сообщество. У нас есть партнеры, которые с нами уже выходят на связь и из Англии, и там откуда, ну, со всего мира, собственно. Мы уже там и с Америкой, с континентом, да, там несколько стран выходили уже на связь, так что мы там двигаемся вполне, очень даже. И тем не менее, студенты продолжают выбирать большие города, хотя здесь уже есть такие возможности. Понимаете, в чем дело? Мало получить образование. Надо же еще где-то потом себя реализовать. Может быть, дело тогда в городе, а не в вузе. Вот как раз и об этом речь. То есть, смотрите, вот что человек в первую очередь оценивает, когда выбирает место, где он будет жить и работать. Да? То есть, ну, во-первых, это, что называется, инфраструктура, да? То есть благоустройство, там, парки и так далее. Слава богу, у нас с этим в городе все хорошо, и ни для кого не секрет, что Стерлитамак там и золотой город России, это и серебряный. правда, да. Это правда. Там действительно серьезная работа ведется по благоустройству. Второе, это, ну, скажем так, социальная сфера, это здравоохранение и образование. Здесь есть вопросы. Да? Здесь есть вопросы, над которыми, в общем-то, надо работать, если мы себе ставим задачу сократить вот этот отток. И третье, это пространство, где человек может себя реализовать. А вот здесь у нас совсем как бы есть над чем не только подумать, но и поработать. Да? Вот, потому что, ну, что из себя представляет на сегодня Стерлитамак с точки зрения экономики и промышленности? Это несколько заводов химических, которые, ну, скажем так, находятся в условиях жесткой рыночной конкуренции на глобальных рынках. Вот. При этом, если говорить о научно-техническом прогрессе, да, то повышение производительности труда, оно неизбежно, перевооружение техническое, оно неизбежно влечет в освобождение работников, да, потому что в этом смысл. Да. Соответственно, а где работать-то? Если объемы производства ограничены условиями конкуренции на глобальных рынках, если модернизация, которая проводится, приводит, наоборот, к освобождению работников, где новые места рабочие, за счет чего их можно создавать? Да, никто же особо не стремится прийти в Стерлитамак и построить новый там завод по масштабам, например, сопоставимый с уважаемой там башкирской содовой компанией. Да? Да. Вот, это же все советские стройки, советских времен. Поэтому где работать? Поэтому и едут, да? То есть, где себя реализовать? Но здесь ведь, если говорить о экономике знаний, о цифровой экономике, которую мы сегодня, как уже упоминал, мы пытаемся построить, то здесь как раз и возникает та поляна возможностей, на которыми можно воспользоваться и дать людям, молодым, особенно людям, возможность себя реализовать. Это информационные технологии, это стыки наук классических с информационными технологиями, вот о чем мы сейчас с вами очень бурно обсуждали, о нашем вот этом виртуальном музее. Мы еще и да, продолжим это обсуждение. Вот, это же как раз стык, это применение информационных технологий к конкретной, да, к отрасли, да, науки, это к археологии, к истории. Да? И таких стыков их очень много. Вот, собственно, мы сейчас как раз и заняты тем, что пытаемся вот эти стыки организовать. И на этих стыках организовать какую-то деятельность, которая была бы интересна, которая бы приносила признание, которая позволяла бы молодым нашим людям зарабатывать деньги. Потому что это же тоже, без этого же никуда, без денег никак. Ну, собственно, вот в этом и заключается магистральное направление вот тех процессов, которые мы сегодня запустили в нашем вузе, и которые вот пока они идут своим чередом, и я считаю, что достаточно успешно. Слушайте, а это сейчас речь идет вообще в целом про Башкирский госуниверситет или исключительно про Стерлитамакский филиал, а вот головной? Я могу говорить только про то подразделение, которое я возглавляю, да, которое мне доверили. Я говорю про Стерлитамакский филиал. Головной вуз, конечно, тоже развивается. Ну, там другие масштабы, там другой уровень задач, там больше, так сказать, науки фундаментальные, да, потому что все-таки у нас все-таки вот, будущее нашего вуза это в прикладных каких-то вопросах. А насколько вы автономны вообще? Насколько у вас есть свобода действий? Потому что, ну, вы ведь все-таки филиал, как ни крути. Как это не прискорбно, наверное. Ну, наши полномочия, они определены нашими учредительными документами, нашим головным вузом.
собственно, они достаточно, с одной стороны, недостаточно широкие, там, то есть мы не испытываем никаких проблем. Самое главное, что у нас руководство вуза всегда поддерживает, да, то есть в наших начинаниях, вот, в то, что мы делаем, за это большое спасибо, потому что без этого, конечно, невозможно было бы сделать то, что вот, нам удалось за эти годы сделать. Вот. Но если говорить о том, что университет, вуз должен работать в интересах территории, на которой он расположен, то понятно, что, будучи филиалом, мы в первую очередь ориентированы на интересы головного вуза. То есть на УФУ, и для по того, сути. Да, и для того, чтобы местному сообществу как-то вот участвовать в каких-то ключевых вопросах нашего развития, направления нашей деятельности, ему вот приходится все время согласовывать это с Уфой. Головной вуз — это достаточно большая организация, у которой своих проблем достаточно, а тут еще стерлитамакские со своими проблемами лезут. Лезут, да. То есть это вот институционально заложенные ограничения, скажем так, которые вытекают из нашего статуса. Вот, так что... Мы сейчас прервемся на новости. Я напомню, что у нас в гостях директор Стерлитамакского филиала Башкирского госуниверситета Алексей Ковальский. Часов 30 минут московское время. Добрый день, новости на Эхе. Европейский суд по правам человека присудил 75 тысяч евро компенсации 9 россиянам, которые были задержаны на мирных акциях в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде и Светлогорске, сообщила международная правозащитная группа «Агора». В жалобах речь шла об акциях 2006, 2007 и 2010 годов. В объединенном деле рассматривались по 2 жалобы от Льва Пономарева, Михаила Кригера и Михаила Шнейдера. Истцы считают, что Россия нарушила 11 статей Европейской конвенции о праве на свободу собраний. По официальным данным, 14 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области. Судьба еще 13 неизвестна. Более 1200 обратились за медицинской помощью, сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС. Из зоны бедствия эвакуировано несколько тысяч человек. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко утверждает, что экстренные службы не предупреждали власти о повышении уровня воды в реках. Вчера Генпрокуратура сообщила, что в ходе проверки нашла нарушения в работе органов МЧС и местного самоуправления в Иркутской области. Система оповещения жителей при чрезвычайной ситуации в городе Тулуне есть, однако она устарела. На новую нет средств, рассказал ТАСС мэр Тулуна Юрий Карих. Он уточнил, что во время наводнения людей предупреждали с помощью средств массовой информации и машин с громкоговорителями. Тулун пострадал больше остальных населенных пунктов. В Петербурге избили кандидата в муниципальные депутаты от «Яблок» Александра Шаталина. Драка произошла у избирательной комиссии муниципалитета «Черная речка». К зданию избиркома вызвали полицию и медиков. Ранее Центр избирком утверждал, что ситуация на выборах в Санкт-Петербурге нормализовалась. Кстати, как отмечает знаком, среди депутатов муниципалитета «Черная речка» брат спикера Законодательного собрания Петербурга Василий Макаров. Чехия разрешила российским авиакомпаниям возобновить полеты в страну до 7 июля. Ранее чешские власти аннулировали разрешение на рейсы Аэрофлота и уральских авиалиний в Прагу. Кроме того, отменены рейсы авиакомпании «Победа» из Москвы в Карловы Вары. Как разъяснили в Минтрансе Чехии, причиной конфликта стало отсутствие согласия между двумя странами. В частности, Чехию не устроили условия транссибирских маршрутов для чешских авиакомпаний. По данным погранслужбы ФСБ, сейчас в Чехии могут находиться более 20 тысяч россиян. С начала года в Крыму отдохнули более 2 миллионов туристов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают местные власти. Как утверждает глава республики Сергей Аксенов, 200 тысяч туристов приехали с Украины. Между тем, сервис «Авиасейлс» утверждает, что отдых в Крыму обойдется россиянам дороже, чем поездка за границу. Впрочем, крымские депутаты с этим не согласны. В Москве сейчас плюс 22 градуса. В ближайшие сутки облачно с прояснениями. Ночью возможен дождь, а днем до плюс 20 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Расслабьтесь. Пусть ваши деньги работают на вас. Как? Узнайте на бесплатном семинаре по основам инвестирования. Запись по телефону 216 11 22. Представитель учебного центра «Финам» в Уфе, ООО «Финам РБ», Цурюпы 75. 18+. Животным подчас бывает несладко. Нападки соседей, нехватка пищи, хищники. Приходится не жить, а выживать. То ли дело в мире людей. Безопасность, комфорт, удобные планировки. Все по-человечески. Идеальная среда обитания – квартиры от первого треста. От 1 миллиона 910 тысяч рублей. 222 0111. Данные цена действует на квартиру номер 162, литр, ДНЖ, Первая высота. Количество квартир ограничено. Застройщик ООО «Детская высота». Проектная информация на сайте наш.дом.рф. Отель «Уралтау», расположенный в тихом центре города, на Гоголя 72, предоставляет конференц-зал для проведения семинаров, конференций, бизнес-совещаний. Помещение полностью оборудовано. Возможно организовать кофе-брейк, бизнес-ланч и фуршет. При необходимости гости могут остановиться в уютных номерах нашего отеля. Подробности по телефону 281 11. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Разогнать. Куалап жиберу. Разогнать региональных операторов. Урын басарларны куалап жиберу. Разогнать региональных операторов. Урын басарларны куалап жиберу. Ради Хабиров потребовал разогнать региональных операторов. Ради Хабиров капиталь төзелеш буенча җирле операторның урын басарларын куалап җибәрергә таләп итте. Ради Хабиров потребовал разогнать региональных операторов. Ради Хабиров капиталь төзелеш буенча җирле операторның урын басарларын куалап җибәрергә таләп итте. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». У микрофона Елена Черкова. Персонально ваш сегодня директор Стерлитамакского филиала Башкирского госуниверситета Алексей Ковальский. Я напомню номер для ваших сообщений и смс-ок. Сообщений в Телеграм. +7 927 304 1051. Если у вас есть вопросы нашему гостю, вы их, пожалуйста, присылайте. Только не забывайте подписываться. Ну и у нас продолжается трансляция на Ютубе и в Фейсбуке. Мы с вами до перерыва обсудили вот все, что сейчас происходит в вузах и происходит в Стерлитамаке в том числе. Я хочу поговорить вот о чем. Я знаю, что вы, в принципе, не знаю, насколько корректно назвать вас противником вот такой системы сложившейся, которая есть, да, когда есть филиал, но нет собственного вуза. И я знаю, что вы, в принципе, достаточно долго уже пытаетесь донести до кого-то там, до вышестоящих органов, что нужен собственный вуз. Вот не филиал Башкирского госуниверситета, а собственный вуз. Во-первых, как статус самостоятельного университета в Стерлитамаке поможет решить все вот эти существующие уже проблемы? Ну, давайте начнем с того, что я не являюсь автором этой идеи. Эта идея, она витает давно-давно уже, что называется, в умах, скажем так, местных сообществ. Ровно с того момента, как перестала существовать Стерлитамакская государственная педагогическая академия имени Зайна Биишева. Вот на следующий день начали появляться разговоры о том, что все-таки Стерлитамак достоин... Какой там 2010 год 2012. 12. Объединение произошло. Да-да-да. Ну, процесс начался чуть раньше, да, там. Вот. Но, тем не менее, ведь, ну, я уже говорил о том, что университет – это драйвер развития, если говорить о цифровой экономике, о экономике знаний. И драйвер развития территории, на которой он находится. Соответственно, и это подтверждает мировая практика. То есть возьмите, вот есть, например, вот такой кейс очень интересный. В Испании есть такой университет Наварра. Вот, там есть такой маленький городок, 250 тысяч населения.
ну как маленький, ну не маленький, но сопоставим со Стерлитамаком. Ну, да. Каких-то там 25 лет назад группа энтузиастов создала там университет. И на сегодня этот университет, вот благодаря деятельности этого университета, вот в этой местности появилось авиасообщение свое. То есть, ну, это реальный случай, можно вот в интернете, он достаточно хорошо описан там с разных сторон. Университет Навар. То есть появилась потребность в том, чтобы появилось прилетали туда? Авиасообщение, да, потому что там начались экономические процессы, там начала развиваться та самая экономика знаний там, и так далее, так далее. Но для экономики знаний какой самый главный ресурс? Человеческий капитал. То есть, а человеческого капитала вот на той территории, где мы располагаемся, его достаточно, да, то есть от 500 до 600 тысяч, это как раз та цифра, начиная с которой начинается, вот, скажем так, формирование агломераций. Ведь вы знаете, что сегодня вот один из основных глобальных трендов – это тренд на урбанизацию. То есть население стягивается и собирается в крупных городах, там, где существует современная инфраструктура, которую содержать в малых городах просто очень дорого. Да, это и здравоохранение, это и образование, это и все, что связано там, вот, ну, все, что мы называем современной инфраструктурой. Вот, соответственно, у республики, у нашей, есть вот этот капитал. У нас есть сейчас на сегодня вот эта потенциальная возможность запустить там эти процессы. Но вопрос, запустим ли мы их? Или все будет продолжаться течь так, как оно вот сейчас идет. Да? Сейчас там обсуждается, мы уже упоминали, вот этот замечательный проект формирования геопарка Таратау, да, который в частности подразумевает некую рекреационную роль, например, Шимбайского района. Да? Ну, замечательный проект, вот просто отличный. Но как он будет соотноситься, например, с тем же проектом, который уже тоже здесь озвучен, о строительстве нового газоперерабатывающего производства, там чуть ли не на 300 миллиардов рублей. Ведь, ну, понимаете, нам просто надо определиться, чего мы хотим и как в каком направлении мы хотим развивать эту территорию. Потому что одно другому на самом деле не помогает. Ведь если мы говорим о геопарке, то строительство вот этого газоперерабатывающего завода, производства неизбежно приведет к вопросам в сфере экологии. Разумеется. Да? И тогда, вот, да, ну где приоритет? А смысл, в чем приоритет? Да? И я считаю, что как раз вот это, ответ на этот вопрос, он как раз и будет основной задачей того руководства республики, которое вот сейчас у нас будет формироваться после выборов, да, и применительно к нашей территории. Я сейчас не говорю за другие, я не обладаю должными компетенциями и так далее. Но вот что касается той территории, на которой я живу, просто как человек, как гражданин, мне интересно, что там будет происходить. Не то, что интересно, я кровно заинтересован, да, в том, как там все это будет развиваться. Но вот и, соответственно, я вот уже сейчас вижу, что нам нужно определить все-таки магистральный путь развития. Мы со своей стороны предлагаем воспользоваться этим потенциалом и развивать там именно экономику знаний, развивать там эту цифровую экономику. Но тогда нам там нужен драйвер для этого. Да? Вот. И тогда я считаю, что нужно говорить о том, что на этой территории нужен вуз в формате классического университета. Меня оппоненты сразу говорят, ну а как вы будете конкурировать с нашими крупнейшими республиканскими, то есть в Уфе расположенными вузами? Я говорю, да никак не будем конкурировать. Как конкурирует, например, Челябинск, Магнитогорск? В Челябинске есть и федеральный университет, не один там, да? И чего там только нет. И в Магнитогорске есть университет. Возьмите другой регион. Возьмите, например, Татарстан. Так там, в Казани, чего только нет. Там тоже есть. Но тем не менее, есть и в Набережных Челнах вузы есть, и в Альметьевской агломерации есть вуз нефтяной, замечательный, отличный вуз. Да? Возьмите Самару. В Самаре каких только университетов федеральных, там, исследовательских нету. В Тольятти тоже есть свой университет. А если посмотреть, Магнитогорск, Тольятти, Набережные Челны и вот эта южно-башкортостанская агломерация с точки зрения человеческого капитала это сопоставимые абсолютно объекты. Ну, абсолютно сопоставимые по количеству населения и по потенциалу промышленному сегодняшнему, да? Ну, так республике нужна вторая нога или не нужна? Или у нас вот все в Уфе будет сосредоточено, да?
Вот вопрос, который меня как жителя этой территории интересует. А уже как руководителя образовательной организации я вижу возможности, которые открываются перед нашим вузом, если мы сможем все-таки донести эту точку зрения до элит, до сообществ гражданских каких-то, я не знаю, до депутатов, до правительства, что давайте просто вот пообсуждаем возможные варианты, да, и что это принесет этой территории. Я думаю, что ничего плохого это не принесет. Ну, это, может быть, там поиграет на чувствах некоторых местных чиновников, которым сейчас очень приятно осознавать, что у них в городе есть там высшее учебное заведение, в названии которого фигурирует название их города, да? Да. Но это не по Стерлитамаку уже, но мы говорим про Южно-Башкортостанскую агломерацию как объект управления. Вот, собственно, наша идея, она вот в этом. А идея о том, что там нужен свой вуз, это, я говорю, я не автор этой идеи. Я только ее поддерживаю. Но тем не менее, вы достаточно давно об этом говорите, и вот мне интересно, как в итоге за эти там несколько лет реакция меняется или не меняется, когда вы приходите куда-то и говорите: ребят, вот такая штука, давайте так делать. А в этом кто-то заинтересован, кроме вообще вас и там еще какого-то небольшого количества представителей? Сейчас в республику пришла новая команда, и мы, конечно, используя те каналы, которые у нас существуют, мы пытаемся обосновать нашу позицию. И могу сказать, что в первое время было непонимание. А зачем? Как? Ну, есть же БГУ, да, куда еще? Вот сейчас у нас тут все в Уфе, все хорошо. Да в Уфе-то все хорошо. Замечательно все в Уфе, супер. Я могу только радоваться за город Уфу, где и кампус студенческий строят там, и так далее. Но я очень надеюсь, что когда все здесь построят, когда сделают, дойдет очередь и до нас. Да? Может быть, когда-то и на нас тоже обратят внимание. Тем временем в Кумертау пришел Оренбургский госуниверситет. Ну, вы знаете, я могу сказать, что я лично участвовал в этом процессе, когда был федеральным инспектором по Оренбургской области. Теперь столкнулся с тем, что своими руками привел туда конкурентов. Но, тем не менее, мы не рассматриваем, опять же, их как конкурентов. Опять же, они завязаны на ту территорию, на Кумертау. Это достаточно далеко. Вот. А я говорю про Стерлитамак, Салават Ишимбай, про то, что здесь рядом. Вот меня вот это в первую очередь. Но это в итоге, вот чье должно быть все-таки решение? Это должно быть решение местной власти, это должно быть решение, не знаю, там, администрации Стерлитамака в том числе, правительства страны. Кто должен вот в итоге стукнуть по столу и сказать, да, вот будет так? Здесь стучать по столу бесполезно. Здесь самое главное, чтобы местные сообщества Стерлитамака, Салавата Ишимбая эту идею восприняли. Под сообществом вы имеете в виду кого? Элиты, бизнес-элиты, административные элиты, руководство вот этих вот районов и городов, понимаете? Вот если они это воспримут, если они увидят в этом рациональное зерно, если они увидят в этом будущее бизнес местный, да, то есть представители бизнеса, тогда уже можно будет, конечно, выходить и на уровень республики и так далее, потому что на сегодня нет единства там. Вот чего. Мы с этим работаем, мы этим занимаемся, но очень тяжело менять менталитет людей. Еще раз говорю, вот с точки зрения руководителей того же Салавата и Ишимбая, им льстит же, что у них в городе есть вуз. А тут раз, пусть это филиал, но в названии существует вот слово там Салаватский там, или Ишимбайский. А тут раз и не будет. И будет некий один большой университет, да? А я тогда, а у меня в городе что, а как я? Да нет, это все решаемые вопросы, это все обсуждаемые вопросы. Это же, понимаете, то есть это, я же не говорю, что должно быть так и только так. Да, я не претендую там на истину в последней инстанции. Я просто озвучиваю тему для возможных дебатов, обсуждений, там, споров, я не знаю. Потому что, на самом деле, сложный вопрос и серьезный вопрос. И, конечно, решить его без поддержки, как я уже говорю, там на местах раз, здесь в республике два, и в Министерстве науки и образования Российской Федерации невозможно. Просто нерешимо. Вот, кстати, про Минобр федеральный. Насколько у вас отношения с ним складываются? Легко ли, сложно ли, помогают ли они или не очень? Мы с нашим Минобром напрямую не контактируем. У нас есть головной вуз. Все через них. Мы работаем только с головным вузом. А все, что касается связи с Министерством образования, это не наша компетенция, не наш уровень.
Но, тем не менее, как-то вот взаимодействие между, предположим, даже головным вузом, и все равно все какие-то процессы, все какие-то проекты, они должны согласовываться там, в Минобре. Ну, у университетов, у вузов есть достаточная степень автономности. Вот, там только при каких-то ключевых моментах, когда речь идет об отчуждении каких-то имущественных комплексов там, или особо ценного имущества, тогда требуется согласование с учредителем. А автономия, я говорю, очень широкая, и здесь я не вижу в этом никаких проблем. Я напомню номер для смс-сообщений, сообщений в Телеграм с вопросами +7 927 304 10 51. Нам слушатель, не подписан, к сожалению, сообщение, слушатель наш присылает вопрос. Пишу из Ишимбая, сын планирует поступать в Стерлитамакский филиал Башгу. Есть ли в вузе льготы для поступления и есть ли места в общежитиях? Что с общежитиями и льготами? С общежитиями у нас все, слава богу, все хорошо. У нас 3 благоустроенных общежития. В прошлом году, точнее, в этом году проводился конкурс, организованный Федерацией профсоюзов работников образования среди общежитий. Мы там получили даже диплом 1-й степени, наше общежитие. То есть, конечно, заслуга. Которая на Ленина? Да, которая на Ленина. Вот. Да, они у нас все там рядом, буквально там в шаговой доступности. Один такой маленький кампус у нас небольшой. Вот. Но мы сейчас вкладываемся туда, то есть мы по мере возможностей стараемся улучшить быт студентов. То есть как-то вот с общежитиями точно проблем нет. Льготы, они все определены федеральным законодательством, то есть это есть категория льготников, касающихся детей-сирот, есть категория льготников, касающихся победителей олимпиад федерального уровня. Вот. Они все есть, они все прописаны, здесь можно открыть сайт и внимательно прочитать. Я боюсь, просто сейчас что-то упущу, чего-то не расскажу, забуду. Вот. Там все определено, но то есть все льготы, которые положены по федеральному законодательству, у нас они все существуют, конечно же. По поводу бюджетных мест, вы вот уже начали в начале программы сказать, что на следующий год увеличили немножечко количество бюджетных мест. В этом году что с ними? Как дела? Ну, сейчас у нас, на этот год у нас 324 бюджетных места. Конечно, здесь тема для нас очень болезненная, потому что вот если взять 2012 год, на момент слияния, да, как раз было 900 бюджетных мест. Сейчас 300. То есть нас по бюджетным местам урезали в 3 раза. Это как раз следствие того, что мы утратили статус самостоятельного вуза. Вот. Причем, если посмотреть по центральным вузам здесь в Уфе, то 40% падения произошло, да, вследствие демографии. А нас в 3 раза. Ну, тем не менее, мы это все смогли компенсировать за счет того, что привлекаем студентов на, скажем так, контрактное обучение, то есть создаем образовательные программы, которые выпускникам школы интересны и которые готовы за деньги платить. И у нас на сегодня соотношение бюджетных и контрактных мест 75 на 25. То есть 75% у нас контрактных мест, 25% у нас бюджетных мест. 25%. Вот дилетантский очень вопрос. Это хорошо или плохо? Ну, вы знаете, вот Министерство образования, опять же, Российская Федерация, ставит пропорцию 70 на 30. Вот я считаю, что это, да, действительно оптимальная пропорция, то есть 70% контрактников, 30% бюджетников. Но мы, к сожалению, движемся в другую сторону. У нас сокращается количество, у нас вот доля бюджетников уходит. Но это приводит как раз к дополнительному оттоку. Потому что очень многие едут в другие города просто потому, что там есть бюджетные места. Там неважно, там, что, как, тут просто там есть бюджетное место, я поеду туда, чем поеду к вам на контракт. Хотя, когда начинаешь с ними разговаривать, говорят, ну хорошо, ну поедете вы там, грубо говоря, в Уфу на бюджетное место. Но в Уфе надо где-то жить, раз. В Уфе проблемы с общежитиями, раз, два. В Уфе достаточно дорогая жизнь, 3. Если вы просто посчитаете деньги, да, и сопоставите, то это будут совершенно сопоставимые. Кто-то соглашается, кто-то говорит, нет, все равно поеду на бюджет. Я к тому, что вот сокращение бюджетных мест для нас, это вот следствием является усиление оттока. С одной стороны, вроде как бы и хорошо и деньги получают вуз, да, с другой стороны, не очень хорошо. Деньги мы из бюджета тоже получаем, ведь нам из бюджета тоже как бы приходят субсидии на исполнение госзаданий за наших бюджетных студентов, то есть это же не бесплатно, понимаете? То есть нам разницы особой нет, из бюджета мы получили или от контракта.
Но просто контрактники — это свидетельство того, что мы даем востребованное образование. А бюджетники — это следствие того, насколько государству интересно развитие данной территории. Еще раз номер напомню, +7 927 304 1051. Немного времени у нас остается, так что если вопросы есть, то присылайте их. Давайте поговорим сейчас про то, что вы предлагаете студентам. Да? Мы уже много говорили о том, что у нас такой современные технологии, вот эти век цифровизации, век много чего меняется, и вот это классическое образование, которое там получали еще лет 10 назад, сейчас, наверное, уже не очень актуально, надо что-то новое предлагать. Что вы в Стерлитамакском филиале предлагаете тем, кто вот сейчас придет к вам? Одно из магистральных направлений нашего, скажем так, развития — это информационные технологии. Я об этом уже упоминал. Вот, например, мы обрели недавно очень хороших партнеров в лице системного проекта Агентства стратегических инициатив. Знаете, есть такой в Москве, да, присутствует. Есть такой системный проект «Кибер-Россия». Вот мы совместно с ними открыли такую образовательную программу, как программирование и дизайн виртуальной реальности. В рамках этого проекта «Кибер-Россия» в 3 городах осуществляется подготовка бакалавров и магистров. Это Москва на базе Высшей школы экономики, это Дальневосточный федеральный университет в Владивостоке и Стерлитамак 3. Ну, нам это стоило, конечно, серьезных капитальных вложений. Спасибо головному вузу, он нас поддержал в том, что позволил нам эти траты понести, но зато у нас теперь есть уникальная лаборатория, оснащенная уникальным оборудованием, которое позволяет готовить вот таких специалистов, которые на самом деле специалисты завтрашнего дня. Потому что виртуальная реальность — это та технологическая платформа, одна из технологических платформ, на которой строится та же самая цифровая экономика. Буквально в этом году мы открыли IT-школу Samsung. И вот там 3 недели назад приезжали представители корпорации Samsung, и мы объявили об открытии Академии Samsung на базе нашего филиала. То есть это, опять же, IT-специалисты, которые на выходе получат сертификат такой глобальной корпорации, как Samsung. То есть, что они владеют знаниями, технологиями и так далее. 11 вузов в России имеют такой статус. Мы стали 12-ми. Да? Вот. У нас работает Яндекс.Лицей. В Уфе он тоже работает, но на юге республики мы одни. Да? У кого, где сейчас этот проект развивается. То есть вот информационные технологии мы объявили одним из магистральных наших путей развития и стараемся, как я вот уже на примере археологии, стараемся найти стыки информационных технологий с классическими какими-то направлениями и здесь развивать и в том числе и проектную деятельность для наших студентов, потому что мы хотим, ставим для себя задачу наш учебный процесс организовать таким образом, чтобы студенты получали не только какой-то лекционный материал или умение решать какие-то задачи, но и умели создать и реализовать какой-то свой проект. Сейчас это называется модным словом стартап. Да? То есть вот это технологическое предпринимательство развивать на базе нашего вуза. И как раз вот это технологическое предпринимательство, оно является основой вот этой цифровой экономики знаний, то, к чему мы стремимся. То есть мы создаем соответствующую инфраструктуру. Если у нас 2 года назад мы открыли первый на юге республики коворкинг, да, и там об этом громко везде говорили с гордостью, то сегодня у нас уже 3 таких коворкинга. Да, то есть и я ставлю задачу, чтобы у нас в каждом корпусе учебном было по коворкингу, по одному как минимум. Да. Это то место, где студенты могут собраться и поработать над своим проектом. Там созданы все условия, там есть для этого все возможности. И через развитие этого технологического предпринимательства мы видим развитие новой экономики в Стерлитамаке, в Салавате, в Ишимбае. Мы бы очень хотели это все масштабировать. Но это еще и здорово, потому что коворкинг — это же такое место, куда же не только студенты могут приходить. Это же, по сути, такое место притяжения для молодежи города. Не обязательно студенты филиала. Абсолютно правильно, потому что если посмотреть, кто средний возраст, скажем так, стартапера, да, как это сейчас модно говорить, то есть технологического предпринимателя, который успешно реализовал какой-то проект, то это 35 лет.
И вот теперь посмотрите, вуз заканчивает 21, 22, 23 года, да? А еще 12 лет ему надо потом где-то да, что-то, где-то развиваться, да, в каких-то проектах, участвовать, нарабатывать опыт. Прежде чем у тебя там с успехом увенчается какой-то твой проект, у тебя будет 10 неудачных проектов, да? То есть если вот мы сейчас начнем вот эту работу, то где-то вот на этой перспективе, да, там, получается, там 15 лет, мы увидим первые серьезные результаты. Но мы видим в этом стратегию. Да? Ведь если говорить вообще о стратегии, да, вот я всегда говорю, вот смотришь стратегию развития там, какого-то там муниципального образования, там, не буду называть конкретно, чтобы никого не обидеть, но когда его видишь там набор, план каких-то мероприятий. Вот здесь мы в таком-то году мы здесь построим и откроем школу. Но, ребят, это не стратегия, это план. А стратегия — это когда у вас будет написано, вот так в таком-то году мы откроем здесь школу, выпускники которой через 20 лет, 20 выпускников сделают по стартапу на миллиард. Вот это уже будет стратегия. Понимаете? Вот. И мы как раз вот на это ориентированы. Потому что, сама эта вот тема, само это направление, оно требует кропотливой работы в течение многих-многих лет. У нас, к сожалению, время закончилось. У меня еще куча вопросов осталось к вам. Надеюсь, вы еще к нам придете. Я напомню, что у нас в гостях был директор Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета Алексей Ковальский. Меня зовут Елена Черкова. Всем пока.